В прямом эфире городского телевидения программа «Крупным планом» и я, ее ведущая Лиана Кириллова. Здравствуйте. С 1 января 2017 года в силу вступили многие изменения в налоговом законодательстве. Эксперты считают, что такие меры позволят ускорить темпы восстановления российской экономики. Что это за изменения и как они коснутся нас, налогоплательщиков? Об этом и другом сегодня мы поговорим с заместителем начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 37 Андреем Владимировичем Дубровским. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые жители. Мы сегодня работаем в прямом эфире по телефонам студии 5 14 94 5 14 95. Вы можете позвонить и задать свои вопросы в течение ближайших 30 минут. Ну а мы начнем. И прежде чем поговорим об изменениях налогового законодательства, давайте коснемся темы прошедшей налоговой кампании. Как известно, до 1 декабря 2016 года необходимо было уплатить налог на транспорт, землю и имущество, но не все налогоплательщики добросовестно к этому отнеслись, к своим обязанностям. Какая работа сегодня ведется по должникам? Да, действительно, на сегодняшний день у нас, если взять Сибай, не заплатило порядка 4000 налогоплательщиков. Но это взять налог на землю, транспортный налог, налог на имущество. Ну, в принципе, ситуация аналогична предыдущему году. Вот. На том же уровне? На том же уровне, но хотя в этом году, скажем так, во-первых, что хуже, это то, что уведомления получили позже. Мы рассылались уведомления позже, то есть срок на уплату был меньше. Вот. А второй момент, на что бы хотелось обратить внимание, возможно, многие наши жители это не знают, может быть, не читали, не донесли до них мы, как налогового органа. Вот. Это то, что у нас с июня 2016 года внесены изменения в налоговый кодекс, и был официально федеральным законом узаконен это личный кабинет налогоплательщика. У нас довольно-таки много наших граждан подключены к этому личному кабинету. И вот в соответствии с этим федеральным законом уведомления, то есть документы физических лиц, налоговый орган направляет в электронном, не в бумажном виде, а в электронном виде в личный кабинет, в том числе и налоговые уведомления. То есть физическое лицо, которое подключилось в налоговом органе к личному кабинету, вот. Данному физическому лицу уведомление направлялось налоговому органу в личный кабинет, по почте оно не направлялось. Вот это один из моментов, потому что спрашивают, мы по почте не получили уведомление, вы подключены к личному кабинету? Да, вроде подключались, да, но там вспоминают и так далее. Соответственно, оно по почте вам и не уйдет. Второй момент – это, значит, то, что по почте не все получили, то есть не выполнили свою обязанность, то есть почтальону оставили, чтобы пришли за уведомлением на почту, то есть не все обратились в данном случае за получением уведомления. Но второй момент, может быть, действительно не донесли почтальону это уведомление в каких-то случаях. Ну, может, там дома не было, уезжали и так далее, какие-то ситуации. И на сегодняшний день в целях, скажем так, недопущения, не для того, чтобы по отношению к данным физическим лицам в дальнейшем, скажем, не были применены дополнительные финансовые, скажем, меры взыскания, да, а это такие, как в том случае, если не будет уплаты, налоговый орган обращается в суд за вынесением судебного приказа, в дальнейшем передает данный судебный приказ на взыскание в службу судебных приставов. При вынесении судебного приказа, возьмем такой случай, да, гражданин имеет, скажем, квартиру, да, сумму налога за квартиру ему там принесли, скажем, 700 рублей уплатить, он эту сумму не заплатил. В дальнейшем при вынесении судебного приказа дополнительно к этой сумме будет 200 рублей государственной пошлины. И если судебные приставы будут взыскивать, то у них 7% от суммы, но не менее 1000 рублей. То есть к 700 рублей прибавлять еще 1200. Поэтому как бы... Дешевле заплатить вовремя. Да, дешевле заплатить вовремя для того, чтобы еще... Прям секунду скажу, для того, чтобы узнать, есть ли задолженность у гражданина, то есть это можно обратиться, да, в налоговый орган, первое, то есть прийти в наш кабинет по приему налогоплательщиков. Ну и второй момент – это на портале госуслуг узнать. Ну, это те, кто не подключены к личному кабинету. Ну и третье – это те, кто подключены к личному кабинету через личный кабинет. То есть там можно зайти, посмотреть, распечатать квитанцию, да, и оплатить? Да, в принципе, оплатить-то можно из дома на сегодняшний момент. То есть вы, не выходя скажем, не вставая от компьютера, просмотреть задолженность, сформировать платежный документ и произвести оплату. На сегодняшний день это возможно. Все условия для того, чтобы не нарушать закон. Да. А по городу общая задолженность какой суммой исчисляется? Ну, по городу, если взять, скажем так, те платежи, которые уплачивают наши физические лица
То есть за 2016 год, то есть транспортный налог, он порядка, по городу Сибай задолженность не уплачена порядка 2600, но это не городской бюджет, это республиканский бюджет. Что касается налога на имущество и налога на землю, те налоги, которые непосредственно идут в городской бюджет, то налог на землю это около 3 миллионов задолженность. Вот. По налогу на имущество это порядка 2,5 миллионов задолженность. То есть вот эти суммы, которые не поступили в бюджет, то есть для выполнения местным бюджетом, да, своих социальных, скажем, обязанностей перед жителями нашего же города. На сегодняшний день услуги Федеральной налоговой службы в нашем городе можно получить только в налоговой инспекции или где-то еще? Да, сейчас некоторые услуги, которые мы оказываем, да, можно получить и не в налоговом органе. То есть первая, значит, услуга, которая она изначально, возможно получение в другом органе, это наш МФЦ, многофункциональный центр, который расположен, да, на Горького 74, вот, который производит прием. То есть гражданин может пойти как налоговый орган, может пойти так и в данный многофункциональный центр. Особенно это актуально, когда в налоговом органе, да, количество обратившихся, ну, довольно-таки большое. Хотя, конечно, у нас и очередь электронная есть, и, скажем, стараемся, чтобы долго не задерживали, но человек может обратиться в многофункциональный центр. То есть получить там, зарегистрировать юридическое лицо, зарегистрироваться как ИП, зарегистрироваться, то есть встать на учет как физическое лицо, получить свидетельство об установке на учет как физическое лицо через многофункциональный центр, получить выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков, Единого государственного реестра юридических лиц, запросить справку о состоянии расчетов, запросить справку об отсутствии задолженности. Далее написать заявление на льготу, подать заявление на льготу. Далее, подать заявление, это по уведомлению многих, это редко кто пользуется, о объектах налогообложения. Вот. Все эти документы передаются в многофункциональном центре в налоговый орган, обрабатываются в определенные установленные сроки, вот, и передаются. То есть, да, сделанные документы передаются в центр, они выдают физическим лицам. Те приходят в определенное время, получают их и уходят. То есть не только у нас, но и там. С учетом того, что они, по-моему, в субботу работают. Да? У нас горожане уже проявляют хорошую активность. Несколько звонков в студию поступило, я зачитаю вопросы. Маяковского, 33, вопрос по налогу на жилье. Так, почему-то по налогу. Маяковского, 33, однокомнатная старая квартира без ремонта. Кадастровую стоимость оценили в 1 миллион 200 тысяч рублей. Тогда как на сегодняшний день новая квартира, то есть с хорошим ремонтом, стоит порядка 1 300 000 – 1 400 000. Кто такие цены назначает? Как оценивается кадастровая стоимость и куда жаловаться, если не согласен с этим решением? Ну, здесь бы я хотел сказать, что да, налог исчисляется, исходя из кадастровой стоимости. То есть, начиная с 2015 года у нас в республике налог исчисляется, исходя из кадастровой стоимости. В части определения кадастровой стоимости здесь налоговый орган участия не принимает. Налоговый орган в данном случае пользователь информации, то есть пользователь информации регистрационных наших различных служб. То есть Регпалата, да, ГИБДД и так далее. Но что касается кадастровой стоимости, данная кадастровая стоимость определяется на каждый год. Далее она утверждается постановлением правительства. И в том случае, если, скажем, гражданин здесь не согласен с кадастровой стоимостью, то он может обратиться в комиссию. Есть комиссия, но, правда, она не в Сибае, это в Уфе она находится, по разрешению споров по кадастровой оценке имущества. Туда обращаться необходимо. Либо через суд обращаться об оспаривании кадастровой стоимости. То есть на сегодняшний день вот два варианта. Либо через комиссию, либо через суд. Телезритель Тангатарова, 1938 года рождения, является ветераном труда, имеет инвалидность, награждена медалью «Материнская слава». Приходит земельный налог 3 года. Видимо, интересует, есть ли льготы и почему приходит. Что касается земельного налога. Вот. У нас на сегодняшний день земельный налог, он введен на территории Российской Федерации, это налоговым кодексом, то есть федеральным законодательством. При этом федеральный закон предусматривает, что установление ставок, установление льгот, это предусмотрено, отдано на прерогативу органов местного самоуправления.
То есть это наши, ну, как у нас городской совет определяет. Вот. На сегодняшний день вот такой категории, как ветеран труда, и имеющие медали материнской славы, вот, льготы по земельному налогу не предусмотрены. Что касается инвалидности, то здесь все зависит от того, какая инвалидность. То есть если это инвалидность первой группы, да, и получена до 2004 года, то данное физическое лицо имеет право на уменьшение суммы базы налоговой по земельному налогу на 10 тысяч рублей. То есть, например, если кадастровая стоимость, скажем, там 15 тысяч рублей, то 10 тысяч не облагается, 5 тысяч облагается. Вот здесь, что касается вот этих вопросов. Что касается налога на имущество, то у ветерана труда льготы по налогу на имущество есть. А почему одни пенсионеры платят налог за квартиру, а другие нет? С чем это связано? Такой вопрос поступил. То есть, опять-таки, речь идет о льготных категориях граждан. Да, что касается пенсионеров, если возьмем налог за квартиру, это налог на имущество. По налогу на имущество у нас освобождаются от уплаты налога на имущество, в том числе и пенсионеры, вышедшие на пенсию в соответствии с пенсионным законодательством. Вот. Но льгота имеет заявительный характер. Вот. Поэтому для того, чтобы получить освобождение на квартиру, льготу на квартиру, и если необходимо подать заявление с приложением копии документа, подтверждающего, ну, скажем, пенсионное удостоверение в данном случае, в налоговый орган. То есть если заявления не было, то налоговый орган льготу не представляет. То есть она автоматом делается, это заявительный характер. Это один момент. Второй момент. Начиная с 2015 года в связи с введением изменений в налоговый кодекс, вот, введением главы налог на имущество физических лиц, вот, льгота представляется льготной категории, в том числе пенсионерам, ветеранам труда, но инвалидам представляется льгота за один объект каждого вида. То есть, если пенсионер имеет 2 квартиры, то льгота у него будет за 1 квартиру. Если пенсионер имеет, например, квартиру и дом, то у него будет льгота и на квартиру, и на дом. Ну, естественно, 2 дома имеет, льгота будет на 1 дом. Все понятно. В общем, если вышли на пенсию, нужно просто обратиться с заявлением в налоговую инспекцию, приложить копию пенсионного удостоверения, и будет вам льгота. Телезрители Рахматуллина 2 года назад купили дом, через год на пенсию. Будет ли налоговый вычет, если я выйду на пенсию? Получается, 3 года пройдет на тот момент. Ну, здесь понятно, да. Вопрос. Это в части получения имущественного налогового вычета на приобретение жилья. Вот. То есть вы с момента приобретения жилья 2 года пользовались этой льготой, год еще будете пользоваться. А для пенсионеров предусмотрено такое, что если приобрели имущество, то льгота может распространяться на 3 предыдущих года, но со дня приобретения, с момента выхода на пенсию. Но здесь в данном случае как раз эти 3 года есть. То есть в данном случае после выхода на пенсию, если вы не будете где-то работать и не будете плательщиком налога на доходы физических лиц, то у вас представление имущественного вычета прекратится. Просто данный имущественный вычет не на что будет заявлять. То есть объекта налогообложения по налогу на доходы у вас не будет. А имущественный вычет именно дается на объект налогообложения по налогу на доходы физических лиц. То есть можно еще немножко проработать в таком случае, да, чтобы успеть получить налоговый до конца вычет. Получить вычет. Может быть и так. А бабушке 77 лет, в 2008 году продала гараж. Пришло извещение, что это ее гараж. И каждый год приходит квитанция на уплату налога. Как быть в данной ситуации? Обратиться с заявлением в налоговую еще раз? Ну, в данном случае здесь ситуация может быть, возьмем так, двоякая. Первый момент – это когда данный гараж был реализован. При этом земельный участок находился на праве постоянно бессрочного пользования физическим лицом. То есть выделялся по решению администрации. Ну, для строительства гаража мы, скажем, я еще тогда застал, то есть мы писали заявление, дайте там мне под садовый участок там, или под гараж в свое время. Но это давно, конечно, было, еще в конце 90-х годов.
Вот земельные участки. То есть земельные участки выделялись на право постоянного бессрочного пользования. Вот, было решение, либо акт передачи. То есть это является, этот документ дает, ну, скажем, право пользоваться землей, но при этом данный пользователь является плательщиком земельного налога. При реализации данного гаража, то есть построили они гараж на данном земельном участке, да? Построили гараж, гараж этот зарегистрировали и продали. Посмотрите договор купли-продажи. У вас в договоре купли-продажи написано гараж. Про земельный участок, ну это исходя из практики просто того времени, про земельный участок там ни слова не сказано. То есть после реализации данного гаража необходимо было обратиться у нас, ну в данном случае, по-моему, в комитет по управлению муниципальной собственностью, да, и написать заявление об изъятии у данного физического лица земельного участка, чтобы вышло решение органа местного самоуправления об изъятии данного земельного участка. То есть на сегодняшний день им нужно обратиться в комитет по управлению собственностью? Вот, да, это первый момент. И второй момент, конечно, возможно было в том числе и отчуждение земельного участка, но по каким-либо иным, ну, возможным моментам сведения в налоговый орган не поступили. Вот. Поэтому, да, можно обратиться в налоговый орган, мы сделаем соответствующие запросы. При получении ответа, что земельный участок все-таки числится за данным физическим лицом, придется обращаться в соответствующий орган об изъятии данного земельного участка. Не приходит налог за квартиру пенсионерки, долгов нет, боится, что придут сразу скопом за все года. Это, видимо, льготная категория как-то, и человек об этом не знает? Ну, если пенсионеры, возможно, писали заявление на льготу, поэтому налог на квартиру не начисляется, соответственно, он не приходит. И здесь хотелось бы сразу добавить еще для определенной категории физических лиц, что в этом году, например, не получили налоговое уведомление. Не получить налоговое уведомление могли, потому что я уже вначале говорил, да, потому что по электронике направили, не пришли, не получили, но есть еще один момент. В том случае, когда сумма налога меньше 100 рублей, этот налог переносится на следующий налоговый период. То есть в данном случае данный налог будет исчислен вместе с налогом за 2016 год и предъявлен, то есть сразу на 1 декабря 2017 года за 2016 и 2015 год. Почему? Потому что сумма налога за один год меньше 100 рублей. Кто освобожден от налогов на транспорт, земли и имущество? Интересуются телезрители. То есть какие категории могут быть освобождены? Но что касается, в принципе, если взять транспортный налог, да, освобождается категория, это первое. Во-первых, льготы у нас устанавливаются, это республиканским законодательством, потому что это налог, который поступает в региональный бюджет, республиканский бюджет. Но самое распространенное, это возьмем, да, скажу такие категории, как это ветераны труда, инвалиды, ну, всех категорий, чернобыльцы, ну, чтобы не называть их там тогда-то, чернобыльцы, потом маяк, участвующие, маяк это то же самое, что и чернобыльцы, ветераны войны, ветеранов труда я уже сказал, вот это основная категория. Пенсионеров в этой категории нет. А также освобождаются от уплаты транспортного налога, это транспортные средства, выданные органами соцзащиты. Так. А что касается налога на имущество, в принципе, та же самая категория. Что касается земельного налога по территории, по земельным участкам, которые расположены на территории города Сибай, то освобождаются участники Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны и категории, отнесенные к чернобыльцам. Дома было Чернышевского 17, сейчас Арбаева 1А. В налоговой инспекции это не отмечено. Они присылают нам в 2016, как будто у человека имеется 2 дома. Почему числится как 2 дома, если произошла смена? В том случае, когда то есть у данного физического лица произошла смена, данную смену он, видимо, зарегистрировал адреса, да, в регистрирующих органах, потому что к нам приступает информация именно с Росреестра. То есть здесь 2 момента. Либо в органах Росреестра
по данному объекту завели как бы новый кадастровый номер и нам представили с новым кадастровым номером, либо, скорее всего, вторая ситуация, то есть нам прислали данный объект на данное физическое лицо как объект, и по своим идентификационным характеристикам он автоматически не привязался к предыдущему объекту и не сделал отчуждение предыдущего объекта. В данном случае необходимо обратиться с заявлением в налоговый орган для того, чтобы мы произвели уточнение данных в налоговом органе, в базах налогового органа путем запросов соответствующих. Можно обратиться как и лично написав заявление, так и если плательщик является пользователем личного кабинета налогоплательщика, то есть можно, не выходя из дома, через личный кабинет отправить данное заявление, и плательщик получит ответ от нас в электронной форме тоже в свой личный кабинет. Ну, у нас осталось буквально 7-8 минут прямого эфира. Мы еще даже не начали говорить об изменениях налогового законодательства, но пока вопросов от телезрителей нет, давайте все-таки хотя бы что-то успеем с вами обсудить. Раньше постановка на учет физического лица осуществлялась только по месту жительства. Я знаю, что вот сейчас произошли изменения. На сегодняшний день, они уже и действуют, и в 2016 году уже действуют. То есть для того, чтобы поставить на учет физическому лицу, необходимо было обращаться в налоговый орган по месту жительства своего. На сегодняшний день, это с 2016 года уже действует у нас, для того, чтобы встать на налоговый учет физическому лицу, и получить, соответственно, свидетельство соответствующее о постановке на учет, как мы говорим, с ИНН, в том числе, нет необходимости, если, например, он находится, в Сибае, хочет встать на учет, а сам прописан, проживает или прописан, в городе Москве, необходимости ехать в город Москву не обязательно, то есть он обращается в налоговый орган, где находится, то есть в любой налоговый орган, соответствующим заявлением, заполненным с приложением подтверждающих документов. Налоговый орган принимает это заявление, производит постановку на учет физического лица, и свидетельство также он получает в налоговом органе, в который подал заявление. То есть на сегодняшний день такой вот обязанности, привязанности к месту жительства по налоговому органу нет. Так, хорошо. С нынешнего года все индивидуальные предприниматели и юридические лица должны перейти на онлайн-контрольно-кассовую технику. Как вот это все будет происходить, есть ли какие-то исключения, и что делать со старыми аппаратами, то есть они вне закона теперь или как? Да, действительно, у нас с 1 июля, а для определенной категории и с 31 марта 2017 года есть обязанность по применению новых касс. Это онлайн-кассы, как их называют. В чем, в принципе, особенность данной кассы по отношению к той, с которыми пользуются на сегодняшний день? Во-первых, когда выдается чек, плательщик может по его желанию прийти на его электронный адрес, могут ему распечатать бумагу, тут же отдать, и чек также уходит в специальные, информация данная уходит в специальное накопление. В чем все-таки плюс? Один из плюсов, это для наших просто физических лиц. Возьмем такой пример. У нас здесь был вопрос по имущественному вычету. Человек, скажем, строится, прикупает стройматериалы и так далее. Собираете эти деньги, строите, скажем, не 1 год, это естественно, скажем, 2, 3, 4 года. После того, как он построился, получил свидетельство о праве собственности, идет налоговый орган заявлять вычет. Должны быть подтверждающие документы. А на сегодняшний день год полежит чек, и он выцвел. То есть человеку довольно-таки проблематично, в темноте за 2 года, за 3 года точно не выцветает, это серьезно так. Человеку, соответственно, подтвердить свои расходы по данным довольно-таки проблематично. При наличии вот этих онлайн-касс он просто делает запрос и получает эту распечатку. Все, свеженькую, новенькую, потому что эти данные сохраняются в специальных накопителях. Это как бы один из моментов. Что касается применения данных касс, как я сказал, это у нас те, кто занимается, как мы называем, пивники, у них 31 число, обязательность марта применения онлайн-касс. Остальная вся категория налогоплательщиков должна начать применять онлайн-кассы не позднее 1 июля 2017 года. То есть на сегодняшний день те, у кого выходят, скажем, сроки кассы, то они уже сейчас могут зарегистрировать только онлайн-кассы. Исключение производится для тех налогоплательщиков, которые применяют специальный налоговый режим, как единый налог на вмененный доход.
Вот. У них срок введения онлайн-касс – это 1 июля 2018 года. Им как бы сдвинули на год. А что будет тем, кто вовремя не успеет среагировать и подключить онлайн? Если не будет подключено онлайн, то данной категории, что это прекратить осуществление деятельности до момента подключения. В том случае, если они будут осуществлять деятельность и будут установлено осуществление деятельности без применения контрольно-кассовой техники, то в данном случае осуществляется наложение штрафа на индивидуального предпринимателя и должностное лицо. Должностное лицо – это имеется в виду директор, да, то есть юридического лица. Это не менее 10 тысяч рублей. На организацию, на юридическое лицо не менее 30 тысяч рублей. Андрей Владимирович, поступило дополнение к вопросу, который прозвучал ранее от телезрителя. Она уже задавала вопрос, почему не приходят налоги. Уточнила, инвалидность третьей группы, льгот нету. Налоги за последние годы не придут как долги? Вот она будет, это интересно, к какому вопросу? Один из первых вопросов прозвучал, что материнская слава медаль, если я не ошибаюсь, да? Ну, вот один из первых он у вас должен быть. Там, что касается по налогу на имущество, там льгота есть, поэтому нет, не придут. Если есть земельный участок, то здесь льготы нету, и в данном случае необходимо все-таки обратиться, я думаю, в налоговый орган. В частном порядке уже? Да, да, для установления причины, почему земельный налог вам не приходит. Давайте, ну тогда в частном порядке, я думаю, этот вопрос лучше решить. Еще один вопрос. Приходит налог на проданный автомобиль. Как поступить? Что касается транспортного налога, мы в этом году довольно-таки много столкнулись с такой проблемой. Здесь опять хочу сказать, две ситуации могут быть. Первая ситуация, то есть налоговый орган по какой-то либо причине не поступили сведения от регистрирующего органа о том, что данное транспортное средство снято с учета. Но исходя из практики, я вам хочу сказать, что таких ситуаций на сегодняшний день, с учетом того, что ГИБДД работает довольно-таки, представляет сведения довольно-таки хорошо, потому что мы с ними работаем давно, да, сведения хорошие приходят, ну, в этом плане. Скорее, возможно, я так предположу, что вторая ситуация. На сегодняшний день, уже не первый год, да, когда физические лица при реализации транспорта не идут при этом, как раньше, в ГИБДД, не снимают перед продажей транспорт, потом не заключают договор по продаже, потом новый плательщик идет, ставит. То есть они заключают между собой договор, отдают, ну, там, взаимозачеты производят денежные, отдают договор новый владелец поехал. И он должен прийти, поставить на учет в ГИБДД транспортное средство, и тогда это транспортное средство автоматом снимется с прежнего хозяина. Много случаев, когда новый хозяин просто не ставит или ставит по истечению 3-4, полгода. И, соответственно, данное транспортное средство числится за прежним хозяином. И он является плательщиком транспортного налога по законодательству. Почему? Потому что по закону платит транспортный налог физическое лицо, на ком стоит оно в рекорганах. Поэтому, когда продаете, ну, обговаривайте этот момент, потому что это не единичный случай. Андрей Владимирович, ну, к сожалению, время нашего эфира очень быстро подошло к концу. Мы не успели затронуть, простите, очень многие вопросы, которые хотели сегодня озвучить. Я думаю, что в одном из ближайших прямых эфиров мы вновь увидим вас в нашей студии, если вы не против. Спасибо. Вот, я думаю, буквально, может быть, даже на следующей неделе, может быть, через пару недель мы обязательно с вами встретимся в этой студии вновь и уже более подробно остановимся о новшествах налогового законодательства. И об этом мы, конечно, заранее сообщим нашим телезрителям. Что ж, на сегодня наше время истекло. Мы с вами прощаемся и до новых встреч.